Бурлунду Найортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня продолжаю работу в Москве, но уже вечером вылетаю в Сыктывкар. Сегодня провели совещание с руководителем Росавтодора России Новиковым Романом Витальевичем. Ну и самое главное, это, конечно, обсуждали утвержденный пятилетний план развития дорожной отрасли, куда вошел наш долгожданный мост через реку Печора на трассе Сыктывкар-Ухта-Усинск-Нарьян-Мар. По результатам сегодняшней встречи подготовим протокол. Протокол мы вывесим, чтобы было понятно по развитию этой ситуации, по строительству этой дороги. Она очень важна. Ну и самое главное, конечно, важен этот мостовой переход. И сегодня договорились о том, чтобы сдвинуть влево сроки возведения этого моста, нам нужно сделать как можно быстрее, я имею в виду республике, сделать проектно-сметную документацию на сам этот мостовой переход. Это наша ответственность, поэтому будем сейчас выходить на осеннюю сессию Госсовета с тем, чтобы предусмотреть средства на ПСД, на этот мост. По результатам буду вас информировать, как я уже сказал. Ну и вторая часть сегодняшнего моего сообщения, она также связана с транспортом, с авиатранспортом. На встречах с вами, уважаемые жители республики, особенно в удаленных сельских местностях, очень часто звучала просьба оборудовать светосигнальным оборудованием, извините за тавтологию, взлетно-посадочные площадки для вертолетов. Ну, взлетно-посадочные площадки для вертолетов. С тем, чтобы можно было вертолетам круглосуточно приземляться, как для выполнения неотложных каких-то задач, в том числе, допустим, по тушению лесных пожаров, так и для медицинской эвакуации. По моему поручению правительство республики отработало. Выделены были дополнительные средства для приобретения светосигнального оборудования. Сегодня оно уже приобретено. Вот в конце июля поступило 4 комплекта светосигнального оборудования. Это вертолетные площадки будут оборудованы в Ижемском районе. И также дополнительно еще 19 комплектов светосигнального оборудования также поступило и будут переданы в ближайшее время в населенные пункты Усть-Куломского, Усть-Цилимского, Троицко-Печорского, Ударского, Усть-Вымского, Ижемского районов. В общем, во все удаленные муниципалитеты, где и требовалось создание круглосуточного взлетно-посадочных площадок для вертолетов. Поэтому как только сейчас все оборудование поступает в Коми Авиатранс, специалисты Коми Авиатранса готовят и рассказывают, как нужно его устанавливать, уже ответственно в муниципалитетах. Ну и, соответственно, это светосигнальное оборудование уже в этом году на этих площадках заработает. Тоже буду держать этот вопрос на контроле. Ну и кроме того, мы для увеличения количества авиарейсов в труднодоступные населенные пункты в июле этого года на лизинговом комитете ПАО ГТЛК, это наша государственная компания, наша, имею в виду российская, было принято решение о выделении финансирования на покупку вертолета Ми-8 МТВ, это новый современный вертолет, и заключение контракта лизинга или договора лизинга с Коми Авиатрансом. Это стало возможным после того, как мы, по сути, сделали такую очень большую работу и оздоровили компанию Коми Авиатранс, очистили ее от долгов, и стало возможно заключить такой лизинговый контракт. Плановый срок поставки воздушного судна – это уже октябрь этого года. Ну и, конечно, это точно совершенно улучшит качество пассажирских перевозок, коммерческих перевозок, санитарной авиации, лесоохраны. Ну и также для обеспечения удобства и комфорта ожидания воздушного судна до начала осеннего сезона вертолетных перевозок будет закуплено и передано в муниципальное образование, муниципальный район Ижемский, мобильное помещение. Это тоже были ваши просьбы многочисленные для того, чтобы в осенне-зимний период
можно было в ожидании вертолета укрыться от непогоды, от морозов и так далее. Поэтому будет такой передвижной модуль установлен именно для ожидания пассажиров на посадочную площадку в Выжме. И в настоящее время аналогичная работа ведется и в Троице-Печорском районе. Опыт работы по устройству вот таких мобильных павильонов в будущем году будет распространен и на другие муниципалитеты, где мы прописали карту софинансирования по вот такому покупке мобильных залов ожидания. Но считаю, что работа по оснащению посадочных площадок новым оборудованием и приобретение дополнительного воздушного транспорта – это точно совершенно очень хорошие движения навстречу к вам, навстречу к вам, уважаемые жители республики, для возрождения и развития нашей родной коми-авиации. На этом у меня сегодня вся информация. Берегите себя, будьте здоровы. До следующей встречи.